5 лет назад пенсионеры Абхазии стали получать свою пенсию на банковские карты. Внедрение данной системы проходило достаточно болезненно. Но как только пенсионеры вроде бы привыкли к банковским картам, каким пришлось вернуться обратно к банковским кассам. Связано это с тем, что в период пользования банковскими картами происходило присвоение денег умерших пенсионеров. Незаконно было выдано около 17 миллионов рублей, что привело к очередям у касс. Из-за, к сожалению, недобросовестного поведения многих граждан, которые снимали деньги умерших пенсионеров, эта картина началась с самого начала, как только появились карты. Но тогда людей было немного, но из месяца в месяц, к сожалению, люди умирают. И не все, конечно же, но многие люди, как мы предполагаем, наверное, родственники, близкие, кто имел доступ к картам умерших пенсионеров, продолжали снимать деньги, не сообщая в пенсионный фонд информацию о том, что человек умер. На май месяц 2020 года таких случаев уже накопилось более 600. И Пенсионный фонд Российской Федерации неоднократно обращался в правительство Республики Абхазия с просьбой принять меры, как-то наладить работу по своевременному уведомлению Пенсионного фонда о том, что умер человек, и с тем, чтобы была возможность, остановить начисление пенсии. И тогда было предложено организовать выдачу по возрастным группам. Исходили из того, что наиболее социально уязвимые, наиболее нуждающиеся слои пенсионеров – это люди преклонного возраста, тем, кому 80 лет и выше. Первым у нас получают пенсионеры самые пожилые. Это с 1900 года родившиеся по 1940 год. Далее получают с 1941 года родившиеся по 1947 год. Потом получают с 1948 года родившиеся по 1953 год. И дальше с 1954 года по настоящее время. Поэтому, если пенсионеры придут, которые не попадают в свой график, они пенсию не получат, потому что на их счетах денег не будет. Пока график у нас остается такой, мы сейчас его хотим проверить, как он будет работать. Если у нас будут какие-то нарекания, замечания, мы будем его менять. Это все экспериментально, потому что для нас это тоже ново. Мы тоже не знаем, какое будет поведение пенсионеров. Первая волна прошла нормально, вторая волна прошла нормально. Была третья возрастная группа, начисления во вторник, но поскольку были объявлены выходными 5 рабочих дней, вот мы увидели, что просто огромное количество людей, понимая, что в течение 5 дней из-за праздников они не смогут получить пенсии, единовременно вышли в Сбербанк, и у нас была рекордная выдача денег. Мы смогли без банкомата физически обслужить почти 35-40 миллионов рублей выдать. Это очень много. Ну и вы сами видели, какие были очереди. С сегодняшнего дня картина разгрузилась. Вот остался последний транш, который будет закинут 2 сентября. Тоже будет видно, какие будут очереди или не будут очереди. По итогам, этого месяца, я думаю, нужно будет сделать анализ, подвести итоги и посмотреть, как прошла выдача, учесть, все эти волны, которые были связаны с приходом людей за пенсии. Мы сейчас пока поставили по 3-4 рабочих дня между группами пенсионеров. Но если покажется, что у людей очень много и этих дней не хватает, нужно будет растянуть или наоборот приблизить. Сейчас у нас действует график. Пока мы смотрим, как по этому графику Сбербанк успевает обслуживать качественно своих пенсионеров. Если вдруг мы увидим и от наших директоров офисов поступит предложение, что график надо как-то поменять, я думаю, мы его будем менять. Это в наших силах, это в наших руках. Мы сделаем все возможное, чтобы наши пенсионеры получали быстрое и качественное обслуживание. Здесь вопрос идет о чем? Не потому, что сберегательный банк не может выдать деньги, деньги в достаточном количестве есть, тем более это российские деньги, российский пенсионный фонд присылает их. Речь идет о пропускной способности банка. То есть, если сегодня сберегательный банк закинет на карты всем пенсионерам Абхазии пенсию единовременно,
это при наличии банкомата у нас такие очереди были, то сейчас возникнет картина, что человек придет в банк, столкнется с огромной очередью, и не факт, что до конца дня он сможет вообще добраться до кассы. И так будет продолжаться несколько дней. Поэтому наша задача сделать все, чтобы выдача была комфортной. Понятное дело, что с карточками удобно, это откат назад для нас всех. Мы понимаем, что это то, на что мы потратили очень много сил, энергии, времени, денег, создавали, преодолевая сопротивление, еще раз повторю, тех же пенсионеров, которые не хотели карты. Вы не представляете, какое огромное количество жалоб было в начале, когда мы пошли по пути, значит, перевода на карты. Я понимаю, люди, особенно пожилого возраста, часто не готовы сталкиваться с новыми технологиями, но они уже сегодня привыкли, поняли, что это удобно. И, конечно, сейчас я воспринимаю это как какой-то откат в этом вопросе назад. Будем надеяться, что в перспективе этот вопрос как-то будет решен, и мы сможем опять вернуться к тому режиму, который у нас был. Безусловно, это очень негативно отразилось на работе банка, поскольку вся система уже выстроена была под банкоматы, и мы понимаем, что, например, в Сухуми 70% пенсионных денег обналичивалось через банкоматы, 30% через кассы. И даже при этом, если вы помните, в первые дни начисления пенсии, когда 18 числа по графику пенсионерам города Сухум начислялась пенсия, первые 2-3 дня невозможно было подойти к Сбербанку, поскольку образовывались огромные очереди. Это при том, что больше половины людей обслуживались через банкоматы. Сегодня, конечно, это колоссальная нагрузка на сберегательный банк, поскольку это увеличивается в разы количество людей, которые приходят в кассы. Это, помимо того, что это создает определенные серьезные неудобства для пенсионеров, нужно приходить. Во-вторых, это и серьезные сложности для самого банка, ведь это дополнительные расходы для банков, это новые сотрудники, это огромное количество канцелярских расходов, бумаг, которые нужно приобретать. И помимо этого, это потеря клиентов, поскольку не пенсионеры, а другие клиенты банка, которые хотят подойти в банк, провести платежи, получить определенные банковские услуги, видя такую огромную очередь, они просто уходят в другие банки, и сберегательный банк теряет клиентов, а, соответственно, и доходы, на которые надо содержать, значит, всю инфраструктуру, платить зарплату операционистов и так далее. Для нас это стало дополнительной нагрузкой, так как нам необходимо открывать новые офисы, чтобы наши пенсионеры могли получать быстрое и качественное обслуживание. На сегодняшний день мы открыли еще один офис в районе Красного моста в городе Сухум. Планируем открыть еще дополнительный офис в районе кинопроката. Я думаю, к следующей выдаче пенсии мы уже его успеем запустить. Что касается абхазских пенсий, то и в этом вопросе проделывается вся необходимая работа. Пенсионный фонд Республики Абхазия профинансировал на сегодняшний момент все пенсии и пособия, связанные с абхазскими пенсиями, профинансировал за июль месяц в полном объеме. К сожалению, как мы ранее озвучивали, говорили, с 25 числа финансирование пенсии и пособий начать мы, к сожалению, у нас не получилось. Это связано с поступлением, с низким поступлением страховых взносов в пенсионный фонд. Да, действительно, в июле месяце пенсионный фонд на выплату июльской пенсии Пенсионный фонд Республики Абхазия получил дополнительный трансфер из резервного фонда президента, и мы получили такую помощь. Тем не менее, вовремя начать с 25 числа у нас не получилось. Мы планируем к концу этой недели начать финансирование с города Сухум, потому что город Сухум у нас наибольшее количество получателей пенсии и пособий и самая большая сумма по республике. На сегодняшний день у нас общее количество получателей за июль месяц, который последним данным у нас сведения, это 46 042 получателей пенсии и пособий.
по всей республике. В настоящее время за август месяц мы начнем финансировать по мере поступления взносов в пенсионный фонд. Это то, что касается других районов. По поводу города Сухума, что у нас денежные средства аккумулируются, и к концу недели мы планируем профинансировать, и уже выплаты начнутся со следующей недели. Изначально мы прогнозировали, что мы будем финансировать с опозданием на месяц, но, к сожалению, как вы видите, в данной ситуации, что у нас еще финансирование может даже за август месяц у нас может и подвинуться больше месяца с опозданием, может и 1,5 месяца опоздания будет, к сожалению. Такая ситуация на сегодняшний день. В Абхазии около 30 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию. Помимо этого, те же люди, а также те, кто не получает российскую пенсию, получают абхазскую пенсию, пособие и так далее, всякие выплаты. Их более 40 тысяч. Но задача усложняется тем, что очень часто, к сожалению, в последнее время это еще чаще становится, абхазская пенсия идет с задержкой. То есть, когда пенсионный фонд присылает деньги в сберегательный банк, эти деньги не поступают по графику выдачи российской пенсии. И получается, что сберегательный банк должен обслужить 30 тысяч человек, значит, выдав российскую пенсию. Потом через какое-то время следом финансируются, присылают деньги по абхазскому пенсионному фонду. И многие из них приходят второй раз за пенсией. Какая-то часть дожидается уже следующей российской пенсии, чтобы 2 раза не ходить в банк, ну и заодно и получить абхазскую пенсию, которая поступила позже. И получается в среднем до 50 тысяч человек обращаются в Сбербанк за пенсией. Теперь посмотрите, как же многие говорят, ну почему вы не закидываете пенсию в один день всем? Но если закинуть всем в один день 50 тысяч человек пенсию, и даже если половина пенсионеров обратится в сберегательный банк за получением денег, наступит коллапс. То есть такой мощной инфраструктуры нет, чтобы 50 тысяч человек обслужить без очереди. Даже раньше, когда не было карточек, если вы помните, то, от чего мы отходили в свое время, раньше был график, но он был выстроен по алфавитному порядку. Я вот помню, когда начинал работать, мы утверждали график в сберегательном банке, значит, он как-то так выглядел, числа 18-20 пенсионерам с фамилией на букву А, потом 19 на букву Б, В, Г, Д, и вот так до буквы Я доходило к следующему месяцу, к 5-7 числу. То есть этот процесс занимал 3 недели. Сегодня, когда перед нами поставили вопрос о том, что по картам, значит, выдавать нельзя, а только через кассу, ну, мы, естественно, сразу заявили о том, что мы не сможем справиться с таким большим объемом, значит, людей, которые единовременно захотят получать пенсии. Нужно будет вернуться к какому-то графику, поскольку я вам скажу, что сберегательный банк больше 2, максимум 3 тысяч человек в день обслужить не может, вот физически не может. И в среднем на одного операциониста там 70 человек в день. Это вот возможности обслужить 70 пенсионеров. Если раньше люди получали пенсию по месту прописки, то сегодня мы сделали так, чтобы любой пенсионер, вне зависимости от места прописки, может прийти в любой офис Сбербанка и получить свою пенсию. Не обязательно получать в Ачимчирах пенсию, как это было раньше. Сейчас можно приехать и в Сухум, и в Гудаута, где будет удобно, можно приехать и получить свои деньги со счетов. С целью уменьшения очередей в офисах обслуживания в график выдачи пенсий будут внесены корректировки. Об этом сообщил председатель Нацбанка Беслан Барателя. До 15 сентября текущего года будет вдвое увеличено количество операционных работников, задействованных при обслуживании клиентов, физических лиц, получающих пенсии в офисах города Сухум. В других городах также будет привлечено максимальное количество работников. По рекомендации Банка Абхазии в целях улучшения качества обслуживания клиентов, физических
физических лиц, получавших пенсии, а также уменьшение очередей в офисах банка, в период их выдачи Сбербанк Абхазии откроет несколько дополнительных офисов в районах. С 31 августа организовано получение пенсии в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии, расположенном по адресу город Гудаута, улица Чачба, дом 3. С 1 сентября организовано получение пенсии в дополнительном офисе Сбербанка Абхазии, расположенном по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 4. Со 2 сентября будет проводиться выдача пенсии в микрорайоне Аспа, поселка Бзыбта Гагарского района, в возобновляющем свою работу структурном подразделении Сбербанка. С 15 сентября пенсии можно будет получать в дополнительном офисе Сбербанка, расположенном по адресу город Сухум, улица Эшба, дом 167. Когда будет налажена вся система, специалисты пока не берутся говорить, но все, что необходимо для быстрого и комфортного получения пенсии, будет организовано в ближайшее время. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.